Сегодня на соревнованиях памяти Владимира Ладанова присутствуют его ученики, соратники, друзья. Гусейнов Руслан Фахрадович, Непомнящих Александр Александрович, Щербаков Руслан Валерьевич и Драк Александр Емельевич. Вот раз в год мы собираемся на этом турнире. Благодарим, конечно, Александра Ринаровича Ковишева, который 15-й раз нас собирает на этом турнире. И вспоминаем наше детство, нашу юность, и которое вот было связано с именем Владимира Васильевича. Я, например, прекрасно помню, как он возил меня на соревнования, как он перед тем, как выходить мне на схватку, настраивал меня и, в общем-то, радовался, ну или огорчался моим поражением и победам. У кого какие есть еще воспоминания? Ну вот он нас начал с 82 года, я помню, мы начали ездить в Ухту, Печоры, это вот очень частые соревнования, 83-й, 84-й год, ездили туда благодаря трудовым резервам, которые нас очень спонсировали в то время. Ну и набирались опыту, ну потом дальше-то, естественно, уже ездили в более так российские города, Челябинск, ну много перечислять не буду. В Волгограде были. Да, везде. Вот. Также и спортлагеря организовывались каждый год, Кривой Рог, потом ездили Геленджик, возле Анапы-то, не Анапа, а этот самый, вылетело из головы. Так, вы помните, что? Да, блин. Ну, то, что Владимир Васильевич был добрый, душевный человек. Он как бы заменил нам даже родителей, можно сказать. Тренировал нас, довел до кандидата. Ничего еще могу сказать. Вы в то время учились с ПТУ номер 8, да? Да, все мы оттуда вышли, да. А директором был Николай Иванович Коркин. Так, Александр, вы что помните? Да, я тоже помню, я как раз поступил в 8-е училище с Роговым, Серегой. Да, и мы учились, занимались, как говорится, у Ладанова. Зала у нас еще как не было, занимались на 2-м этаже и в подвале еще занимались. В подвале. В подвале 8-ки занимались там, пожалуйста. Да. И, в общем, как бы тоже возил меня на соревнования по России, почти везде возил на соревнования. Был нормальный человек. То есть помним, Уважаем, чтим и благодарим. Да, и благодарим. Спасибо.